Совсем скоро в Абхазии стартует новый курортный сезон. По прогнозам, обещает он быть высоким. Нашу страну выбирают как бюджетную альтернативу. Успешность летнего сезона складывается из многих составляющих. Безопасность – одно из необходимых условий. Трагическая история с россиянкой, которая приехала в Абхазию из Сочи с частным визитом и сорвалась с обрыва в Гагре, дает повод внимательнее отнестись к вопросам безопасности туристов. Свести к минимуму чрезвычайные происшествия – задача всех профильных служб. Тема безопасности, она всегда стоит во главе угла. И когда какие-то бывают такие инциденты, то есть, которые происходят не только с туристами, но и также с иностранными гражданами, которые посещают нашу республику с частным визитом, конечно, мы сопереживаем, что таким случаем закончилось летальным. На самом деле безопасность, она выражается не только в каких-то маршрутах. Есть маршруты, как вы знаете, которые сертифицированы в министерстве, по которым проезжают организованные группы, то есть через туроператора, экскурсионное обслуживание по нашим сертифицированным маршрутам, по безопасным. Но также иной раз туристы посещают те или места, которые не благоустроены для безопасного их посещения, что приводит, к сожалению, к летальным случаям. Мы уже не первый год работаем по предоставлению экскурсионного обслуживания, и все маршруты уже давным-давно известны, и они прорабатываются. Просто иной раз турист наш, он как бы отходит от экскурсионной группы и хочет сделать красивое селфи, фотографию, выложить ее там в социальных сетях. Но как бы это кощунственно ни звучало, в погоне за красивой фотографией все приводит к летальному исходу. Мы очень часто сталкиваемся с такими насущными вопросами, темами, как безопасность туриста в рамках экскурсионного маршрута, в рамках отдыха туриста, местного, приезжего. И, соответственно, это та тема, которая беспокоит наше общество на протяжении многих лет, потому что турист, отдыхая в Абхазии, он приезжает не только, чтобы хорошо провести время, мы должны ему обеспечить безопасность в рамках отдыха на территории нашей страны. Турист едет туда, где безопаснее, качественнее услуги и еда, чище и дешевле. Проверка готовности проводится перед каждым летним сезоном. К примеру, проверяется безопасность утвержденных экскурсионных маршрутов. Чтобы отдых не обернулся неприятностями, и самому туристу необходимо соблюдать элементарные правила. В преддверии каждого курортного летнего сезона проводится определенный объем работы по безопасности на тех или иных маршрутах. Мы сейчас с вами говорим об организованных туристах, которые едут на по нашим маршрутам, по нашей республике, то есть экскурсанты, которые посещают. Эти все маршруты утверждаются в министерстве, там прописаны места следования, места остановок, высадка экскурсантов в безопасных местах. Этот маршрут, он автопешеходный, естественно, согласовывается с профильными ведомствами, в частности, с ГАИ Республики Абхазия. Вы знаете прекрасно, в прошлом году был приказ, где мы запретили остановку на Абшарском каньоне, потому что там небезопасно. То есть по пути следования этот объект турпоказа уже проезжает, и высадка экскурсантов там запрещена. Что под собой подразумевает сертификация экскурсионных маршрутов? Помимо фактологического материала, который проверяется Министерством туризма, разрешительные документы также выдает Управление ГАИ, автоинспекция Республики Абхазия, который регламентирует количество остановок, время пребывания на остановках. Это все должно регулироваться. Существует такое понятие, как схема маршрута, транспортная карта. И по этой схеме, в рамках этой карты, соответственно, организованная экскурсионная группа должна осуществлять свое путешествие. И, соответственно, после резолюции Министерства туризма, Управления ГАИ, туристическая услуга, экскурсионный продукт уже попадает на рынок соответственно. Но мы чаще всего сталкиваемся с тем, что и организованные экскурсионные группы, и нелегально осуществляющие свою деятельность экскурсоводы или турфирмы делают несанкционированные остановки. И это чаще всего приводит к
травмам туристов, к сожалению, смертельным исходам в том числе. И должна существовать, конечно, ответственность, то есть и нелегальный, например, гид, и организованная экскурсионная группа, они должны понимать рамки, должно существовать правовое поле, соответственно. Практически вся береговая полоса Абхазии – это пляжи, благоустроенные или дикие. В курортный сезон возрастает количество происшествий на воде. По статистике, большинство из-за купания в состоянии алкогольного опьянения и в необорудованных местах. У нас в республике ассоциируется с пляжным отдыхом, и туристы приезжают для того, чтобы купаться на море, загорать, но, к сожалению, они до того бывают беспечны, что иной раз там в штормовое предупреждение, либо в алкогольном опьянении начинают купаться в море, что чревато последствиями. Частое явление, конечно, риски в воде – это реки, море, это озера, водоемы и транспорт, например, на котором предоставляются услуги, катамараны, лодочные средства. Они должны также проходить сертификацию. То есть сам объект, на котором осуществляется экскурсия на воде, он должен проходить сертификацию. Но, пройдя сертификацию, должен быть последующий контроль со стороны, соответственно, органов госстандарта в том числе. То есть должны быть систематические проверки. Может быть, это не каждодневные проверки, но раз в 3 месяца, раз в полгода или год должны проверять, соответствует ли транспорт, водные средства тем реалиям, в которых мы находимся. Соответственно, чтобы, опять же, обеспечить безопасность туристу. Дата открытия купального сезона 2024 пока не определена. Традиционно это конец мая, первые числа июня. До начала купального сезона госинспекция по маломерным судам при МЧС Абхазии рассылает предписания главам администраций городов и районов по оборудованию и организации работы пляжей. В прошлом году большинство городских пляжей Абхазии к старту купального сезона готовы не были. В первую очередь требования касаются оградительных буев, наличия запрещающих знаков, особенно в местах, где реки впадают в море. До начала купального сезона все главы городов и районов совместно с экологической службой и Министерством по чрезвычайным ситуациям должны определить дату открытия купального сезона. После определения даты открытия купального сезона заблаговременно, буквально за 2-3 недели до открытия купального сезона, мы приходим ко всем главам администрации, либо к людям, у кого в аренде определенные отрезки пляжей, и выдаем им предписание. В предписании указано, как должен быть оборудован пляж. Там 5 пунктов. Первый пункт – это обозначить границы заплыва, то есть буйки до купальной зоны, так скажем. Второй пункт – это выставить сигнальные мачты, разрешающие либо запрещающие купание. То есть если шторм, либо плохая погода, люди должны понимать. Третий пункт – это должны быть спасатели на каждом пляже со спасательной лодкой и со спасательной вышкой. И должны быть технические зоны для маломерных судов, чтобы катера, лодки имели возможность зайти на территорию пляжа. По всем этим пунктам, если все будет готов, пляж, то есть если все эти пункты будут выполнены, соответственно, пляж будет готов к безопасному отдыху граждан. По истечению времени, то есть заблаговременно до открытия купального сезона, за неделю мы начинаем проверку этих всех пляжей по всей Абхазии. Если же по одному пункту данного нашего предписания пляж не оборудован, мы еще какое-то время можем дать, но не более 10 дней. Если же по истечению этого времени пляж не готов, мы пишем акты о том, что пляжи не готовы, соответственно, докладываем министру, министр доводит до президента. Также мы имеем возможность, у нас есть штрафные санкции по неподготовленности пляжей. Если же пляж не готов, мы имеем возможность оштрафовать вплоть до главы администрации. И штрафы не маленькие. В прошлом году у нас мало пляжей было подготовлено, и, можно сказать, по городам даже. И были введены штрафные санкции, выписанные главам городов и районов в том числе.
Если бы на городских пляжах дежурили спасатели, то можно было бы свести к минимуму количество несчастных случаев на воде. В их арсенале должны быть громкоговорители, моторные лодки, спасательные круги, жилеты. Но это в идеале. На деле спасателей нет вообще. Гостиницы, за которыми закреплены пляжи, как правило, нанимают ответственного за безопасность людей. Главы администрации, вообще городские пляжи, они должны найти людей. Мы имеем возможность их обучить. Я это не раз говорил всем главам администрации. Там, в принципе, работа не очень сложная, но и тем не менее нужно знать определенные маневры по спасению людей. А в нашем штате очень мало спасателей. Да, может быть, в этом районе мы как-то успеем. Вот недавно был случай, девушка в шторм, ее унесло морем. Это было здесь рядом. Мы как-то успели совместно с местными жителями ее вытащили, привели ее в чувство. А в остальных районах, если не будут свои спасатели, просто невозможно будет работать. Чаще всего люди заплывают далеко в нетрезвом состоянии и обратно выплыть не могут. То есть силы иссякли и не могут плыть дальше. Либо в штормовую погоду. То же самое. Очень редко бывает, чтобы какие-нибудь катера или гидроциклы переехали кого-то, но тем не менее такие случаи тоже бывают. Перед началом купального сезона дно водоема до границы плавания должно быть обследовано водолазами и очищено от водных растений, коряк, камней, стекла. Эту работу также проводит ГИМС. Зимой, осенью, весной часто большие шторма, и шторм приносит многое. Под водой и железки, и стеклянные всякие штуки, что могут причинить порезы и так далее людям. Поэтому ежегодно нужно до 30 метров от берега чистить под водой. Для этого у нас есть водолазы, выполняющие эту работу, либо водолазы с другой работы, я всегда это подчеркиваю, но эту работу нужно выполнить в обязательном порядке. Есть такие места, где вот штыри торчат и так далее, там водолазы просто не в силах вытащить. Я главе администрации доводил до него, в схеме показывал, что там купаться нельзя, и там были выставлены щиты о том, что там купание запрещено. Даже еще прибавили они, что там штрафы будут и так далее. Ну, в первую очередь, это небезопасно для людей. Такие места есть, вот в районе Маяка есть, и здесь рядом тоже. И там, где вот эти вот сточные воды тоже, там тоже не стоит купаться, потому что там грязная вода в первую очередь. Места впадения в реки минимум метров 20 от этих мест нельзя купаться. Ежегодно ГИМС проводит техосмотр плавсредств, в том числе и гидроциклов. Только с наличием этих документов российскими пограничниками выдается разрешение на выход в море. ГИМС выдает право на управление гидроциклов. Всего их по Абхазии около 200. Для них определена зона, за которую они не могут выезжать. Но из года в год жалобы на гидроциклистов, которые заходят в зону купания, не уменьшается. Что касается вот этих маломерных судов, гидроциклов, катеров, они не имеют права заходить в купальную зону без технической зоны. Техническая зона – это такая дорожка с маленькими буйками. Многие делают техническую зону, и когда они заходят по своей дорожке, и люди тоже заплывают в эту техническую зону. То есть люди сами нарушают. Такое тоже часто бывает. И гидроциклы часто передают за определенные деньги, чтобы люди катались. Этого тоже нельзя делать. То есть это судно. Чтобы на судне кататься либо ходить, нужны права на управление данным судном. Это все люди, которые работают на гидроциклах, они это все знают. Но пытаются, где мы их не увидим, сделать как-то деньги заработать и так далее. Что касается города Сухум, как-то они еще побаиваются, потому что и штрафы большие, и возможности права на управление у них отобрать. То есть мы можем как-то здесь сработать. Но по остальным городам у нас вот в Гудауте один инспектор, в Гагре один инспектор и в Очимчире. То есть в каждом городе только по одному инспектору. Просто физически не осиливаем данную работу.
Поэтому, если же будут спасатели на каждом пляже, они просто элементарно передадут нам, либо снимут видео, бортовые номера этого судна и самого судоводителя. И просто мы до всех доводим, даже и местных жителей, чтобы они это все засняли и передали нам. Дальше мы будем отрабатывать по своей работе. Туристов притягивает не только побережье. Немало любителей горных восхождений, но не всегда попытки осилить сложные горные маршруты заканчиваются удачно. В случае ЧП это становится головной болью спасателей. Их задача – как можно быстрее найти и оказать первую помощь пострадавшим. Горно-пешеходные маршруты, вы знаете прекрасно, они должны быть благоустроены. Благоустроены в каком плане? Хорошо протоптанная тропа. Если есть, грубо говоря, какой-то там серпантинный подъем, то там должны быть ограждения, лестницы или как-то что-то обезопасить туристов. Но, к сожалению, часто бывает такое, что наши гости приезжают и не информируя, не ставя в курс, грубо говоря, МЧС Республики Абхазия, Министерство по туризму самостоятельно, обратно же мы говорим о самостоятельных туристах, самостоятельно решают передвигаться по пересеченной местности, то есть в наших горах, что приводит обратно же к нежелательным результатам. Помимо экскурсоводов, аттестованных в министерстве, также и аттестуются инструктора по туризму, то есть подготовленные специально ребята, обученные, как вести себя в горах, в предгорьях. И когда вот группа желает пойти по тому или иному маршруту, она обязательно должна обратиться к инструктору по туризму, который будет их сопровождать. В свою очередь, этот человек уже обученный, он знает, как себя вести, он знает, какие службы надо проинформировать по тому или иному маршруту передвижения, чтобы в случае чего было проще найти и оказать помощь, первую помощь. Самое сложное это же найти и оказать первую помощь. Чем быстрее ты ее окажешь, первую помощь, тем будет лучше для того или иного пострадавшего человека. Но на самом деле это очень большие материальные затраты, потому что иной раз в горы труднодоступные места, не так легко добраться пешком, это приходится поднимать вертолет. Что касается горно-пешеходных маршрутов, то существует только предписание о том, что группы должны просто уведомить о том, какие объекты они посещают и состав их экскурсионной группы. Дальнейшего контроля осуществления деятельности этой группы, гида, который их сопровождает, нет вообще. Например, Рицинский национальный парк, он предоставляет гида, инструктора по горным зонам, но их можно просто пересчитать по пальцам. И это тоже большая проблема. Что касается рек, есть вот сплавы, определенные люди приезжают из России, они у нас регистрируются и хотят сплавляться с определенной реки. Но чтобы узнать, сплав по этой реке безопасный или нет, мы, либо я, либо мой инспектор должны сами проверить, безопасно это или нет. В прошлом году вот буквально по реке Бзып я лично сплавлялся с ними, проверял безопасность и дал разрешение то есть по каждому их сплаву они доводят до меня, в какой день они будут это делать. И мы в курсе, либо я выставляю там своих спасателей. Это те, кто зарегистрирован. А бывает такое, что сами люди сплавляются, никого не поставив в известность. Этого делать крайне нельзя для безопасности своей в первую очередь. Да и в реках, там, где сильное течение, там купаться тоже запрещено. Там не выставлены щиты о том, что там купаться запрещено, но местные жители, в принципе, все это знают. Люди, приезжающие сюда на отдых, они сами, в принципе, редко кто туда ходит, но и тем не менее бывают такие случаи, что заходят в нетрезвом состоянии в реку, в большие реки особенно. Не первый год ставится вопрос организации постов скорой помощи в районах, часто посещаемых туристами. На контроль надо поставить вопросы по организации придорожного сервиса, туристических локаций, предупредительных табличек. В рамках экскурсионного маршрута
При посещении различных объектов должны быть, конечно, предупредительные знаки, памятки о том, что остановка здесь может быть какое-то определенное время, о том, что подход к этому объекту может быть опасен, о том, что здесь произрастают ядовитые растения, эндемичные растения, которым турист не должен прикасаться. Об этом всем мы должны также предупредить, уведомить туриста. Если мы не можем его оградить, то мы хотя бы должны предупредить о том, что может произойти. Потому что это касается и нашего имиджа в том числе. То есть если висит, допустим, табличка о том, что сюда подходить нельзя, турист хотя бы предупрежден об этом. Если он нарушил это правило, это, соответственно, его ответственность в этом случае. Предупредительные знаки – это большая проблема в рамках экскурсии. На территории Рицинского национального парка они чаще всего встречаются среди всех объектов помещения в рамках экскурсии. Но, опять же, на Чабгарском карнизе нет, например, каких-то знаков. Что касается Сухума, например, у Диаскурии поставили перила ограждения. Да, это какое-то тоже действие. Мы чаще всего принимаем меры только в том случае, когда произойдет какое-то событие. Мы его не предвидим. Мы только по факту уже предпринимаем какие-то действия. Когда происходит тот или иной несчастный случай, это сказывается на наших репутационных потерях, на имидже нашей республики как безопасной республики по приему туристов, отдыхающих, которые к нам приезжают. И поэтому стоит этому моменту уделять более внимательно и детально к этому подходить. В частности, мы же с вами понимаем, что каждому туристу, отдыхающему, мы не можем представить того или иного сотрудника по его профилю. Поэтому надо нести информативный характер. Вот человек находится в объекте размещения, да, в гостинице, в доме отдыха, в пансионате. Надо его информировать, там, грубо говоря, что сегодня шторм на море, купаться нельзя. Есть такие туристическо-экскурсионные маршруты, которые он может посетить. Если он собрался идти, там, грубо говоря, в горы, по горно-пешеходному маршруту, то у него должен быть определенный инвентарь, то есть в тапочках нельзя идти, надо кеды одевать. Поэтому, если говорить про активные виды отдыха, то, как вам сказать, инвентарь, да, оборудование, которое предоставляется, да, оно должно пройти экспертизу, иметь заключение Гостехнадзора, что оно пригодно, безопасно. Те же самые зиплайны, так называемые в народе тарзанки, рафтинг. То есть по этим всем направлениям должны быть заключения, чтобы мы понимали, что да, безопасно можно это все использовать, это все оборудование. Для любителей приключений и острых ощущений в Абхазии есть зиплайны, тарзанки, рафтинг, парапланы и много чего еще. Техническое состояние всех аттракционов проверяется госстандартом Абхазии перед каждым летним сезоном. Исследуется проектирование аттракционов, монтаж, эксплуатация, надежность канатов, а также несущих металлоконструкций. При выявлении неисправностей дается предписание с указанием сроков их устранения. Проверяется также квалификация операторов, которые работают на этих аттракционах. Это важно, потому как любителей экстремального отдыха становится все больше. Недавняя плановая проверка аттракционов по дороге на озеро Рица выявила грубые нарушения правил безопасной эксплуатации. Только один зиплайн у Голубого озера соответствовал нормам. Работа всех остальных приостановлена до выполнения предписаний госстандарта. Сертификаты, если на канаты есть, тоже где канат берет, и там должен быть сертификат, тоже привезите. И дальше, вот скажи, пожалуйста, вот даже уже, если у вас есть проект, я бы хотел посмотреть, а где у вас ограждение вот этой площадки? Здесь они летят отсюда. То есть мы сюда запускаем тех людей, которые летят. Ну, может и летит просто вот сюда. Здесь да, можно как поставить. недавно Вот женщина. смотри, между канатами поставил, и цепь И повесил. цепь повесил. А вот человек оделся, цепь освободил, вот ты, допустим, Да. он полетел
Ну, вот у Потом нас, цепь да, закрылся. я вас понял, но у нас, смотрите, у нас вот там площадка залитая, вот за забором. Мы там людей одеваем, они уже готовы, заводим их и отсюда Ничего уже не может начинаем. быть. Здесь должно быть ограждение. Не, я не спорю. Пока не кто-то не упал, башкой сюда в этот камень не ударился, и ты Вот, будешь смотри, потом платить большие деньги. Да, я понял, между тросами Здесь сделать калитку с цепью. приварил Да, да. цепочку. Вот здесь вот цепочку там. Да, да, я понял, да, цепь повесил и чтобы между тросами было, да. А вот это вот красиво, но лучше было бы вот так. Должны быть плакаты безопасности висеть. Не ходить, опасно. Да, да. Дальше Чтобы должен быть предупреждающий сменный знак. журнальчик вот здесь вот лежать у тебя. Вот мы должны приехать, и сейчас бы это открыла, посмотреть, и показал, что я сегодня все осмотрел и расписался. Вот сменный журнал должен быть. Потом должна Для быть себя лично. для себя. И есть инструкция такая оператора аттракциона. Вот тоже она должна быть здесь лежать. Что ты с ней ознакомлен и расписался. Сегодня мы совместно с Министерством по курорту и туризму, представителями Рицинского национального парка проводили проверку действующих, а также объектов, которые на данный момент закрыты, аттракционов Zipline. Ежегодно перед курортным сезоном проводится их проверка технического состояния, проводится проверка операторов на соответствие их требованиям техники безопасности, охраны труда, а также проводится проверка технического состояния самого аттракциона, канатов, тросов, несущих конструкций. Ежегодно должны операторы этих тарзанок проходить ежегодную аттестацию, проверку знаний. На территории Рицинского национального парка 4 аттракциона Zipline. Часть из них не функционирует. Скорее всего, они будут запущены уже ближе к курортному сезону. Есть аттракционы, которые по технической части не вызывают нареканий. Будем интересоваться по поводу объекта ввода в эксплуатацию, введен он или нет. Будем запрашивать всю техническую документацию и далее будем уже проводить проверку. Скорее всего, мы будем писать в администрацию городов и районов письма о том, чтобы данные объекты были на время приостановлены до тех пор, пока не будут устранены все нарушения. К любому аттракциону должна прилагаться определенная техническая документация. То есть это главное должно быть разрешение на строительство. В первую очередь это должно быть выделение земельного участка под определенный вид деятельности. Далее готовится проектное решение. Эти проектные решения согласовываются с уполномоченными компетентными органами, проходит стадию согласования. Далее уже объект должен быть введен в эксплуатацию. Непосредственно технадзор, инспектора технадзора должны выехать, удостовериться, что вопросов на соответствие ГОСТам, СНИПам отсутствует, и выдать заключение на ввод в эксплуатацию объекта. Вопреки распространенному мнению, вспышка кишечной инфекции в период летних отпусков происходит не из-за морской воды, а потому что плохо соблюдаются элементарные правила личной гигиены, говорит главный санитарный врач республики Алла Беляева, ссылаясь на результаты лабораторных исследований морской воды. По всем документам исследование морской воды проводится с 15 мая по 15 октября. Еженедельно отбирается вода. В частности, по городу Сухум она отбирается в 13 точках. От побережья реки Гумиста до побережья реки Киласур. Зимой мы, как правило, воду не отбираем, поскольку купаются очень мало людей, во-первых. Во-вторых, бактериальная нагрузка ниже. Ну и такого вот большого смысла нет. В прошлом году мы впервые запустили тестирование ПЦР-методом на 3 бактерии и 4 вируса. У нас, и у меня, кстати, тоже было действительно мнение, что виновата морская вода вот в этих всех наших летних проблемах. Так вот, заболеваемость людей на той же совершенно тест-системе в первую очередь была ротавирусом, во вторую очередь была норовирусом. Это оба вируса, которые вызывают кишечную инфекцию, скажем так. При исследовании морской воды мы только к концу августа, началу сентября в 2 точках выявили небольшие количества астровируса,
который в структуре кишечной заболеваемости занимал последнее место. Ни разу мы из морской воды не выделили ни ротавирус, ни норовирус. Отсюда я могу сказать, что не морская вода виновата, а виновато нарушение правил личной гигиены. Немытые ручки в основном. В этом году я надеюсь, что мы сможем распространить это исследование на все побережье. Это связано с проблемами с транспортом у районных СЭС. Эта же тест-система берет еще дизентерию, шигеллу, сальмонеллу и кампилобактер. Так вот, ни разу за все лето ни одной бактерии в морской воде мы не находили. Но это опять касается Сухумского отрезка. Да, Сухумского отрезка. Но, простите, очистные сооружения, они-то работают, но дело в том, что люди-то болели в Сухуме. По данным инфекционной больницы, мы же сравнивали структуру заболеваемости с тем, что вот анализы нам присылает инфекционная больница, да? Мы их делаем, смотрим. И параллельно мы тем же способом делаем воду и смотрим, сверяем. И получилась вот такая картина, что преимущественно был ротавирус, на втором месте норовирус, потом аденовирус и астровирус был последним. То есть буквально там десятки случаев против сотен ротавируса. Пищеблоки, они как-то тоже имеют отношение к тому, что происходит? Вы знаете, нет. Я объясню почему. Если виноват пищеблок, вот там что-то, то при эпидопросе это выявляется. Вот если, допустим, пришел один человек, говорит, я кушал там, условно, кафе у дяди Пети, да? После этого мне стало плохо. А второй пришел, третий пришел. То есть за 3 дня пришло 10 условных человек, которые все говорят, что я кушал там, пельмени у дяди Пети. Тогда мы выявляем, если все эти 10 человек больны одной и той же инфекцией, то да, скорее всего, это у дяди Пети, и там будем переворачивать и дядю Петю, и тетю Машу до кучи. По нашей предварительной информации, полученной от наших коллег-туроператоров с российской стороны, в этом году будет большое количество детей, то есть приедут с семьями. Так что стоит обратить внимание объектам нашим, которые будут принимать наших туристов, детально проработать такой момент насчет оказания питания. То есть в гостиницах должно быть качественное питание, то есть должны получить все заключения СЭС, пройти все вот эти мероприятия. Потому что мы с вами говорим об активном отдыхе, правильно? Но помимо активного отдыха также есть пассивный, то есть где люди питаются, где они остаются, как они проводят время. И на эти моменты тоже стоит обращать внимание. Конечно, нужно проработать тот момент по поводу нашей морской воды, чтобы не было там ротавирусной инфекции и так далее. Выбирая между туристическими фирмами и гидами из социальных сетей, лучше отдать предпочтение турагентствам. Тема нелегалов в турсфере Абхазии известная. В сети все чаще стали появляться видео, где иностранные гиды представляли республику в неприглядном свете, высмеивали местное население, искажали исторические факты. При этом они даже не пекутся о безопасности туристов и не платят налоги. Первыми забили тревогу абхазские экскурсоводы и обратились в Министерство туризма решить вопрос с недобросовестными конкурентами. Помимо имиджевого урона, который наносят нелегальные гиды нашей республики, конечно же, первый вопрос, который стоит касательно их работы, это вопрос безопасности наших гостей, которые въезжают на территорию Республики Абхазия, заведомо не зная о том, что их обслуживает нелегальный гид, и не зная о том, что он их везет по несертифицированному маршруту с точки зрения безопасности. Они проводят маршруты, экскурсии по заброшенным зданиям. Это сталкер-туры, так называемые, которые тоже пользуются популярностью. На многих из них стоит запрет на посещение, и тем более посещение с группой. Но, учитывая то, что под этим подкреплена прибыль нелегального гида, конечно же, он их туда будет вести. Бывало очень много случаев, когда такие нелегальные гиды проводили экскурсии, горно-пешеходные маршруты в горы Абхазии,
И наши местные аккредитованные инструкторы говорили о том, было очень много случаев, когда они просто оставляли туристов в горах и спускались без них. И они, наши уже аккредитованные, встречали их на своем маршруте, и те вместе с ними спускались обратно на низменность. То есть вот такие ситуации были неоднократны, потому что в случае наступления каких-то проблем они ответственности никакой здесь не несут. Это тоже большая беда, потому что скажут в первую очередь, что это произошло в Абхазии, не будет никто учитывать, это нелегальный гид их туда водил, легальный гид. Скажут, вот произошел несчастный случай с туристами в Абхазии. Как обычно, и пишут потом во всех СМИ, это все вот создает очень серьезные проблемы. Год назад законодательно запретили проводить экскурсии без абхазского гражданства и без аттестации. В результате совместных усилий, рейдовых мероприятий, штрафных санкций дело сдвинулось с мертвой точки. 23 января 2024 году состоялась встреча в стенах парламента Республики Абхазия, встреча, которую инициировала наша ассоциация экскурсоводов Абхазии, Абхазгид, при помощи председателя Комитета по обороне и национальной безопасности Республики Абхазия Тимура Шергеля. В рамках этой встречи удалось достигнуть договоренности в вопросе работы, совместной работы в борьбе с нелегальной экскурсионной деятельностью. В рамках этой работы сотрудники службы госбезопасности, в частности, это представители погранотряда, согласились помочь нам в решении данного вопроса. А именно, согласно действующему законодательству, те нелегальные гиды, которые занимаются здесь нелегальной экскурсионной деятельностью и были остановлены во время рейдовых мероприятий с сотрудниками Министерства туризма, на которых были уже выписаны протоколы, соответственно, они должны были выплатить административный штраф по протоколу. В случае невыплаты этого штрафа и заезда вновь на территорию Республики Абхазия они не выпускались сотрудниками погранотряда. Благодаря этой слаженной работе удалось достичь определенных результатов. Если я не ошибаюсь, с точной статистикой, конечно же, точнее скажут представители Министерства туризма Республики Абхазия, более 460 тысяч было выплачено только штрафов. И нелегальные гиды при помощи такой совместной работы, у них возникло восприятие того, что безнаказанно заниматься экскурсионной деятельностью и далее на территории Республики Абхазия уже становится невозможным. После этого многие нелегальные гиды обратились к местным экскурсионным организациям с просьбой о сотрудничестве. И на сегодняшний день работа проводится, однако определенные проблемы, конечно же, есть. Учитывая наши современное законодательство, после того, как был составлен протокол, нужно ожидать определенный период времени, и условно на следующий же день нелегального гида не остановишь на границе. Это первое, и то есть нужно ждать от 30 дней, когда уже, получается, штраф вступает в законную силу. Хватит ли у Абхазии ресурсов, чтобы принять на отдых всех желающих в этом году? Вопрос открытый. Что касается безопасности, от неприятностей на курорте никто не застрахован. Это вопрос ответственного поведения на всех посещаемых туробъектах, а также слаженная работа всех государственных служб.